О самых заметных событиях пятницы 7 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Первая дорога подобного класса. Официально открыт четырехполосный участок трассы НАМ. Какие дальнейшие планы у дорожников? 10 лет на высоте. Авиакомпания «Алроса» перешагнула 10-летний рубеж. Чего удалось достичь за эти годы? Резкое падение интереса к покупке жилья отмечают в России. Что интересно, другие результаты цифры показывают в Якутске. С чем связан интерес к покупке жилья в столице? У папы Карла в Ленске открылась столярная мастерская. Теперь столярному делу смогут обучаться все желающие школьники. Танец – это язык души. В столице проводят мастер-классы для молодых тренеров по танцевальному спорту. Расскажем подробности. Президент России Владимир Путин сегодня отмечает юбилей 70 лет. Жители районов республики поздравили главу государства и выразили поддержку защитникам страны. Они сняли видеоролик с исполнением традиционного якутского хоровода «Осохой» и пожелали президенту плодотворной работы и крепкого здоровья. В свой день рождения Владимир Путин занимается рабочими вопросами. Ранее с юбилеем российского лидера поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Мы поздравляем нашего главнокомандующего Владимира Владимировича Путина с юбилеем. Уруй Айхал! Уруй Айхал! Мы, жители Крайнего Севера Эвенопутантайского национального района, поздравляем вас с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго и наилучшего. От имени жителей Амгинского района Республики Саха-Якутия поздравляем вас с днем рождения! Уруй! Айкал! Под вашим уверенным руководством наша страна кратно приумножает свой экономический, промышленный, научный, оборонный и культурный потенциал. Сегодня, благодаря вам, Российская Федерация самодостаточная и великая держава. Желаем вам крепкого здоровья, силы духа и ярких побед во имя России. Мы считаем, что управлять Российской Федерацией, великой державой, это самая сложная задача в мировой политике. Желаем вам благополучия и крепкого здоровья. Желаем ему плодотворной работы, здоровья. Урой! Участок Нижний Бестяг-Чурапча трассы Колыма полностью покрыли асфальтом. Это большое событие в истории дорожного строительства нашей республики. Сегодня исполнилась мечта многих поколений жителей Чурапчинского района всего Заречья, отметил глава республики Айсен Николаев во время открытия дороги. В ходе капитального ремонта трассу привели к параметрам 4-й технической категории. Всего с 2019 года проложили 160 километров асфальта, 52 из которых в этом году. Также вдоль трассы установили новые дорожные знаки и барьерное ограждение. На участке дороги также установили стелу, въездной знак на границах Мигино-Кангаласского и Чурапчинского районов. А в ближайшие 2 года дорога до села Итык-Кёль Татинского улуса полностью покроется асфальтобетонным покрытием. 1500 километров за 3 года – прекрасный результат. И, конечно, это достижение дорожников впрямую влияет на качество жизни якутян. Потому что дороги – это жизнь, особенно для такой огромной республики, как наша Якутия. И, конечно, сегодня все жители Якутии выражают огромную благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, благодаря которому вот эти проекты по ускоренному строительству дорог, они у нас в Якутии реализуются. И очень символично, что это все совпало сегодня как раз с его юбилеем. Также глава региона Айсен Николаев принял участие в официальном открытии первого участка автомобильной дороги НАМ. 4-полосное движение, ограждение, прилегающие территории, освещение и разметка. Все это делает дорогу НАМ первой и пока единственной в республике трассой 2-й категории. Все подробности у Александра Хавренко. Впервые у нас в Якутии открыта дорога 2-й категории. И первые автомобили пошли по вновь открытой дороге. Это дорога НАМ. Дорога в сторону Намского улуса давно доставляла массу неудобств жителям. Летом на ней регулярно образовывались пробки.
А со строительством микрорайона Сатал поток автотранспорта значительно усилился. И стало окончательно понятно, ситуацию надо в корне менять. Я очень рад, что благодаря поддержке федерального бюджета, вложению 900 миллионов рублей из федерального бюджета в этот проект и почти 700 миллионов из республиканского бюджета, этот участок дороги у нас сделан. Это начало большой работы по реконструкции дальнейшей дороги нам. Нам еще много надо сделать, чтобы вот бутылочное горлышко на выезде из Якутска было окончательно ликвидировано с помощью городской администрации, с помощью Министерства транспорта Российской Федерации. Уверен, что все у нас получится. Надо отметить, что дорога НАМ соответствует второй технической категории автомобильных дорог в России. И до настоящего момента таких дорог в республике еще не было. И очень важно, что такой сложный и важный проект был реализован в самые кратчайшие сроки. Эту дорогу реконструировать мы начали с 2021 года, с марта месяца, силами подрядной организации ЗАО «Дороги Саха». Дорога соответствует у нас параметрам второй технической категории, имеет 4 полосы, разделительную полосу для безопасности дорожного движения, оборудована освещением, светофорными комплексами и всеми средствами устройства для безопасности движения. Более 60% средств, вложенных в строительство дороги, это средства из федерального бюджета, которые поступили в республику в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но работы на Намском тракте на этом не заканчиваются. Уже в этом году мы будем контрактовать, значит, второй участок от микрорайона от Сатал до Мархи, соответственно, и городской округ будет контрактовать в этом году участок улицы Можайского в районе большого спортивного комплекса, значит, который будет тоже введен в этом году. И, соответственно, мы ожидаем, что за ближайшие 2 года мы постараемся расширить эти участки и обеспечить проезд по 4 полосам. Новый асфальт, ограждение, освещение, разметка – все соответствует российским стандартам. И в дальнейшем такие же дороги появятся и в других районах и города, и всей нашей республики. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Для республики обе эти дороги имеют большое значение. Их ввод должен положительно отразиться на развитии экономики региона. В связи с запуском дорог, а также в честь столетия Якутии прошла коллегия Федерального дорожного агентства с привлечением общественников. На коллегии рассмотрены итоги реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 9 прошедших месяцев в текущем году в регионе введут 289 километров дорог, из них 34,5 километров в Якутске. По распоряжению зампредседателя правительства России все дорожные работы в республике должны быть завершены до 1 декабря. Обсуждали тему пятилетки в республике Саха-Якутия. Пятилетки не с точки зрения просто решения правительства 1601-Р, есть такое решение правительства Российской Федерации, пятилетки в стране, а более детальный, с более углубленными показателями и желаниями республики развивать свою дорожную сеть. Вот эта тема сегодня была во главу угла поставлена главой республики. Мы, в общем-то, я сейчас на коллеге доложу, что мы в течение следующей недели эту программу совместно с вами сделаем. Между тем, начался сезон гололеда. Теплая погода днем и мороз в ночные часы способствуют образованию льда на тротуарах и проезжей части столицы. За сутки по всей республике произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Пострадали 7 человек, в том числе 2 несовершеннолетних детей. Особенно утром автолюбителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными. Первым – соблюдать скоростной режим и учитывать путь торможения. А вот пешеходам переходить дорогу в строго отведенных для этого местах, убедившись, что вас пропускают. В ближайшее время синоптики прогнозируют в Якутске заморозки и сильный снегопад. Госавтоинспекция республики настоятельно просит всех водителей осуществлять движение с учетом погодных и дорожных условий. Не превышайте скорость, лучше напротив снижайте ее до максимальной, особенно в местах, где много образовательных учреждений, торговых центров, вблизи пешеходных переходов и перекрестков. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности при экстренном торможении, а тем более в случае столкновения это убережет вас.
Коллектив управления Роспотребнадзора Якутии отмечает вековой юбилей. Ровно 100 лет назад, 15 сентября, Советом Народного комиссариата был подписан декрет о создании санитарного органа. С тех пор началась большая работа по улучшению санитарного состояния страны, профилактике заболеваний и борьба с эпидемией. Установленные санитарно-гигиенические нормы. За этот период санэпидслужба выросла до федеральной структуры. Сейчас по всей стране трудится 67 тысяч сотрудников Роспотребнадзора, в том числе коллектив регионального управления. Сегодня на торжестве в здании Сахатеатра собрались санитарные врачи, лаборанты, а также ветераны этой сферы. Их поздравил глава республики С.Н. Николаев и пожелал успехов на этой ответственной работе. Не только работа Роспотребнадзора и ее специалистов, но и работа совместная с главой Республики Саха-Якутия, с правительством, со всеми министерствами и главами муниципальных образований, сплоченный труд которых помог достичь нам сегодня улучшения качества питьевой воды. Строятся большие объекты, красивые, которые соответствуют всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Воздух почище, для этого делаются тоже мероприятия, условия труда и быта нашего населения. Ну и, конечно, первоочередное – это дети, наше будущее. Поэтому всегда Якутия славилась и гордится тем, что двухразовое горячее питание у нас 100%. Посмотрите, какие детские сады с бассейнами, школы с бассейнами. Поэтому это совместный труд. 10 лет на высоте. В этом году авиакомпания «Алроса» перешагнула 10-летний рубеж. За эти годы перевозчик республики нарастил свои мощности, внедряя новые направления, сервисы, которые диктовали время, экономика и сами пассажиры. О любви к небу сквозь годы расскажет Надежда Саханская. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать на борт воздушного судна. Рейс выполняет авиакомпания «Алроса». За прошедшие 10 лет в авиакомпании была проделана колоссальная работа. Собран большой штат высококвалифицированных специалистов, отрегулирован и налажен рабочий механизм воздушных перевозок. Сегодня география полетов регулярных рейсов авиакомпании охватывает более 30 городов по всей России. Предприятие также осуществляет наземное обслуживание авиарейсов в аэропортах Мирного, Полярного, Айхала, Ленска и Якутска. Учитывая развитие и освоение территории Якутии и Арктики, на сегодня авиакомпания «Алроса» является опорным предприятием транспортного комплекса республики. И на сегодня они делают все необходимое для транспортной доступности для населения и также обеспечивая высокий уровень качества обслуживания и также высокий уровень транспортной безопасности. Безопасность и комфорт пассажиров – это главный приоритет авиакомпании. Именно поэтому перевозчик так много внимания уделяет обслуживанию самолетов и вертолетов. Дело не ограничивается лишь воздушными судами. Вся работа на борту выполняется для того, чтобы полет был легким и комфортным, пассажирам было вкусно и уютно, а улыбки экипажей и командиров сопровождали в путешествиях. Все эти высокие результаты, которые мы добились, конечно, благодаря тому слаженному коллективу, которым обладает авиакомпания «Алроса». Я искренне благодарю наш коллектив за его компетенцию, за его преданность своей профессии. И уверен, что эта наша работа по праву будет высоко оценена и оценивается нашими пассажирами и заказчиками. За 2021-2022 год компания планирует перевести 670 тысяч пассажиров по программам субсидируемых перевозок, в том числе для полетов пенсионеров и внутри регионов Дальнего Востока. И это направление работы авиакомпания намерена только наращивать. Поэтому вся деятельность предприятия не ограничивается просто словами. Экипаж авиакомпании «Алроса» ежедневно с честью выполняет свою сложную, но важную и нужную работу. Главное качество тех, кто выбрал небо делом всей своей жизни – профессионализм и ответственность. И, конечно, достойное выполнение своих обязанностей.
В Якутске встретились с бойцами Росгвардии, которые вернулись со спецоперации. В мероприятии приняли участие руководитель администрации главы правительства Якутии Георгий Михайлов, главный федеральный инспектор по региону Евгений Корнеев, командование регионального управления Росгвардии, а также родные и близкие. Своих героев теплыми объятиями встречали жены, дети, близкие и друзья. Для многих бойцов это не первый боевой выезд за пределы зоны дислокации. Ранее бойцы прошли через полугодовые командировки в Северокавказский регион. Потому семьи спецназовцев хорошо знают тяжесть разлуки и большую радость встреч. Сейчас вы сами видите, да, родственники провели мероприятие, родственники встречают. Кто-то долго не был здесь, кто-то полгода находился при выполнении специальных задач. Поэтому для нас это очень такой торжественный, очень особый и ответственный день. Это наши ребята, мы за них несем ответственность полную. Как перед ними, так и перед их семьями, родными и близкими. Арктические города России войдут в программу «Единая субсидия». С ее помощью ведут поддержку центров экономического роста регионов Дальнего Востока. Таким образом, правительство будет финансировать реализацию планов социального развития подобных центров в арктической зоне страны. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Программа «Единая субсидия» реализуется с 2018 года. Благодаря ей уже построили около 500 новых объектов – больниц, школ, детских садов, спортивных комплексов, культурных сооружений. Кроме того, с ее помощью ведут капитальный ремонт и технологическое обновление сотен учреждений. Резкое падение интереса к покупке жилья в России отмечают аналитики. Что интересно, другие результаты цифры показывают в Якутске. В любом случае, данные объясняют объявленной в стране частичной мобилизацией. В ситуации разбиралась Сарглана Неустроева. Сегодня делать какие-либо прогнозы по рынку недвижимости в Якутске риэлторы не берутся. Ситуация стремительно меняется и разворачивается неожиданно даже для самих экспертов. Так, еще с начала спецоперации специалисты рекомендовали вкладывать наличные в недвижимость. Сейчас то, как сохранить капитал, не знает никто. Сейчас другой период настал, скажем, период неопределенности. Факторы, влияющие на недвижимость, на инвестиции, резко меняются. Сейчас на распутье гражданин, инвестор. Инфляция у нас целевая 4%. Осенью инфляция обычно традиционно всегда снижалась, а сейчас 14,4%. Между тем, говорить о том, что спрос на недвижимость в Якутске снизился, нельзя. Упала выдача дальневосточной ипотеки. Вторичный же рынок процветает, утверждают риэлторы. Мы тоже, как агентство недвижимости, заметили, что вторичный рынок сейчас стал даже более популярным, чем дальневосточная ипотека, где ставки ниже. Логику людей, конечно, можно понять. Да? Мы живем сейчас в очень нестабильной ситуации, когда люди просто боятся, что, возможно, эти новостройки не ведутся или будут строиться дольше, чем было указано. Да? И, соответственно, уже хотят брать, может быть, даже под большую ставку то, что уже готово. Спросом, как правило, пользуются малогабаритные квартиры, однокомнатные или студии. Цена за квадратный метр в новостройке сегодня колеблется в районе 140 тысяч рублей за квадратный метр. В августе удельная стоимость составила примерно такую же сумму. На рынке же вторичного жилья еще с начала года эксперты определяют падение цен. На рынке вторичного жилья примерно в однокомнатных старых домах можно приобрести до 5 миллионов. В зависимости от этажности, в зависимости от ремонта, в зависимости от локации дома. И в свежих домах примерно от 6. Так какая картина на рынке недвижимости в Якутске складывается сегодня? В начале 2020 года с вводом дальневосточной ипотеки и повышенным спросом на квартиры застройщика цены на первичку резко подскочили. Еще тогда стоимость квадратного метра составляла порядка 100 тысяч рублей и постепенно увеличивалась. В 2022 году рынок затих. Цены зафиксировались, спрос на первичном рынке упал. Зато поднялся на вторичном, где стоимость квартир сначала в 2021 году возросла, а уже в этом стала снижаться. В целом, с момента объявления частичной мобилизации спрос на рынке сократился на 15-20%. При этом активность покупателей пришлась на июль, август и сентябрь. Сарглана Неустроева, Иван Яковлев, Якутск.
Якутяне на агропромышленной выставке «Золотая осень» завоевали 110 медалей. Это награды за достижения в области производства высококачественной пищевой продукции. Из них 10 золотых медалей принесла Тулагинская агрошкола. Это тулагинский бройлер, индюк, индейка и бройлер вакуумной упаковки. Ветеран якутского пищевого перерабатывающего производства сельхозкооператив «Чурапча» в этом году завоевал 9 золотых медалей. А у предприятия имени Андросова из Анабарского района 7 золотых наград. Также 7 золотых медалей принес кооператив из Мегино-Конгладского района «Хату», а якутская рыбная компания взяла 6 золотых наград. В Ленске открылась столярная мастерская у папы Карла. Теперь столярному делу смогут обучаться все желающие школьники. В день открытия для гостей провели экскурсию, а для ребят мастер-класс. Его посетила Светлана Балеева. Столярная мастерская будет работать на базе станции юных натуралистов. Здесь под новый кружок был отведен самый просторный кабинет, который разделен на 2 учебные зоны для теоретической работы и практической. Мастерская оборудована новым, современным ручным и электроинструментом. У нас, значит, есть токарный станок, фрезеровальный, 3D-принтер. То есть ребята будут учиться еще и конструировать, в программах работать, моделировать. Есть еще оборудование для обучения ребят технологии переноса изображения на футболки, толстовки, кепки. Им это тоже достаточно интересно. Вот, какие-то кружки, сувениры могут сами здесь попробовать сделать макет, дизайн и перенести изображение. Кружок столярного дела открылся благодаря национальному проекту образования. Мы очень рады, что нам удалось войти в федеральный проект «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования по открытию новых мест дополнительного образования. Из федерального бюджета мы получили субсидию в размере 1 миллион 175 тысяч. Также у нас было софинансирование из местного бюджета, это 500 000 рублей. Планируем охватить около 80 детей и в том числе уделить внимание подросткам, состоящим на профилактическом учете КДН, ПДН. Педагог Николай Погудин рассказал, что обучаться столярному делу будут ребята с 8 до 17 лет. Группы уже набраны полностью. Интерес у школьников к новому кружку появился с первых дней его работы. Ребята уже ознакомились с новым оборудованием. Многие изготовили первые изделия из дерева. Мне очень понравилось тут что-то пилить, что-то мастерить. Там мы начали уже проект делать, вешалку начали делать. Мы уже почти ее доделали, осталось выпилить декорации. На торжественном открытии мастерской глава района Жумарт Абельманов в своем выступлении отметил, что сегодня дополнительному образованию отводится большая роль, и это направление считается приоритетным. Для меня важно, мы с вами сколько говорим последние годы, это все связано со спортом, техническим образованием, доп. Образованием. Сегодня доп. Образование у нас развивается фамильным шагами. На самом деле очень приятно, я благодарю коллектив СРГ за их, скажем, эту активность, за это понятие, что на сегодняшний день наши дети должны быть 24 часа в сутки чем-то заняты, чем-то хорошим. Обучение столярному делу началось. Желающих записаться в кружок еще предостаточно, поэтому уже сегодня ставится вопрос о расширении мастерской. Также о введении новых направлений работы. По словам педагога, для ребят планируются мастер-классы от людей-профессионалов, работающих в различных производственных отраслях. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. Танец – это язык души. В столице второй год проводят мастер-классы для молодых тренеров по танцевальному спорту. Подробнее о программе молодые тренеры расскажет наш корреспондент Галина Чекурова. Танцы на данный момент являются не только искусством, но и видом спорта. Детей с раннего возраста отдают в танцевальные секции. Залог успеха в таких секциях – это квалифицированный тренер. С прошлого года Союз танцевального спорта Якутии проводит специальные мастер-классы «Молодые тренеры». Цель данного проекта – сделать танцевальный спорт более доступным для якутян, расширить географию охвата Союза и повысить количество спортсменов-танцоров. Мы стараемся увеличить компетентность наших молодых педагогов для того, чтобы они смогли компетентно и хорошо работать с большими массами людей, увеличить количество танцоров спортивных в нашей республике, как в городе Якутске, так и в других ее районах. На этой сессии куратором мастер-класса выступил Роман Манжосов из Новосибирска. Профессиональный танцор, автор системы подготовки к выступлению и возможности выразить себя через движение Expression Coaching. Роман поделился своими методами преподавания танцев. Как считает сам куратор, то, что делают люди в Якутии, это то, как должна работать система образования. Потому что именно в нашей республике педагоги постоянно находятся в процессе обучения. Мы учимся анализировать и мы учимся достигать результатов в своей работе, и результатов, которые мы могли бы ощутить, увидеть. И я надеюсь, эти результаты скоро увидят Республика Саха-Якутия,
на конкурсах, которые будут проходить по всей стране и прежде всего в самой республике. Когда у тебя 3 человека, и они разного уровня, ты должен давать задания. Александра Иванова, тренер по латиноамериканской программе, участвует в данном мероприятии в первый раз. Она считает, что ей и остальным участникам очень повезло проходить обучение у людей, которые много знают о философии танца. По ее словам, благодаря таким мероприятиям они могут внести развитие в танцевальный спорт Якутии. Быть тренером очень сложно, обучать людей, танцевать и знать, как это делать правильно, чтобы быть самим на уровне профессионального тренера и обучить этому человека, который совершенно не умеет, либо не знает. И вот мастер-класс, который сейчас проходит, дает нам уверенность, новые методики, технологии и общение с людьми. Сейчас деятельность Союза танцевального спорта республики сфокусирована на развитии интереса к спортивным бальным танцам в Якутии. Поэтому подготовка тренерского состава приобретает первостепенное значение. Благодаря таким мастер-классам, как «Молодые тренеры», увеличивается количество участников программы подготовки за счет работы с выпускниками танцевальных клубов республики. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных.